Маленькая Мадлена не подозревает, что дома ее с нетерпением ждут 7 сестричек и 5 братьев. Спокойно лежит в кроватке, будто бы наслаждаясь последними минутами тишины в больничной палате. Ведь дома, где большая семья, такое бывает крайне редко. Девочка родилась с весом 2 800. Мама Светлана Габуня не отходит от ребенка ни на секунду. Правда, признается она, переживает за тех, кто остался дома без ее присмотра. Часто выходит на балкон проверить, не приехал ли кто из родных. Встречают мать-героиню, старшие дочки и младший сын Леон. Для персонала роддома Светлана уже давно стала своей. За маму с малышкой здесь переживали все. Не безразлична ее судьба и сотрудникам благотворительной организации «Кераз», фонд, подопечным которого является семья Шакая, не раз оказывала им помощь, обеспечивает лекарствами, одеждой и всем необходимым. Не остались они в стороне и при рождении Мадлены. Роды хоть и были сложные, но все прошло хорошо. У ребенка были сложности, у мамы были сложности. Нам пришлось заниматься родовозбуждением, родостимуляцией, потому что ребенок страдал внутриутробно. Поэтому мы все ждали этих родов, готовились к ним. Не скрою, мы волновались очень по этому поводу. И мы сегодня вместе с вами радуемся, потому что у нас все хорошо. Проливной дождь не помешал детям встретить маму с сестричкой на улице. Взглянуть на нее хотелось даже самым нелюбопытным в семье. Стоило положить ее на диван, как старшие дети мгновенно обступили малышку. Смотрят на нее и тихонечко между собой спорят, на кого она больше похожа. В семье царит особый порядок. Здесь свой уклад жизни. Встают ровно в 7, помогают родителям по хозяйству, завтракают и уходят. Кто в школу, а кто в университет. Самой старшей дочери в семье 20 лет. Сам-то большая помощница мамы и в хозяйских делах, и в воспитании младших братьев и сестер. Для своих сестричек Саманты, Сабрины, Сабины, Саиды, Сантаны и Амины, а, например, прилежание и трудолюбие. Девушка признается, что больше всего любит готовить абхазскую еду. Первым просыпается папа, потом мы. Утром в школу идут дети, а мы на учебу. Я учусь в медколледже на 3-м курсе, сестринское дело. Кто-то готовит, кто-то убирает, там, не знаю. Больше всего ты что любишь делать? Я, наверное, готовить. Если старшая сестра на кухне главная, то 17-летней Сабрине в радость быть нянькой для младших. Она без какой-либо боязни берет на руки новорожденную и умело убаюкивает. Мужская половина семьи ловко уворачивается от камеры. Гудиса – средний сын в семье. Папин помощник встает рано, как и все. Помогает по хозяйству и только потом идет в школу. Так и остальные ребята – Саид, Алексей, Алмаз. Рядом с мамой остается только 5-летний Леон. Теперь уже и Мадлена. Я утром встаю в 8, мама с папой помогу. Миша, пойду в школу. К приезду матери и сестры дети наготовили еды, привели в порядок дом и приоделись. Сюрпризом для семьи стал подарок от Международного фонда АПСН. Соцпакет в рамках проекта Анны Амалаки. Для семьи очень кстати. Наверное, найдутся скептики. Как можно в наше тяжелое время иметь столько детей? Ведь их надо кормить, обувать, одевать. Но из дома семьи Шакая уходишь с абсолютной уверенностью в том, что детям здесь хорошо. О них заботятся, и материнской любви хватает на каждого. Есть надежда, что все они вырастут трудолюбивыми и в будущем станут опорой для своих родителей. Сария Смыр, Михаил Братухин. Абхазское телевидение.